Нашумевшее заявление, которое было сделано 4 ноября о выходе из партии коммунистов 3 ее членов Игоря Додона, Зинаиды Гречанны и Вероники Абрамчук, изменило обстановку в парламенте Республики Молдова. Как расценивают этот шаг в Комрате, мы решили выяснить у граждан. Из 10 опрошенных 5 человек признаются в дезинформации и нежелании отвечать на этот вопрос. Не знаю, я думаю, что неправильно поступать, это предательство. Конечно, предательство. То, что 3 человека... Ну а что? А если они кричали там одно, а потом перекинулись в другое, это что? Нет, предатель. Как? Предатель коммунистов. 3 граждан ответили, что этот шаг – предательство по отношению к коммунистической партии. Не знаю. Я вообще политикой не занимаюсь, и меня это не интересует. Не знаю, что. Вопрос я понял, но просто я не смотрю телевизор, сейчас очень занят, нет времени. Или как способ уравнять... Честно, не в курсе. Я не слышала это, честно. 2 опрошенных не считают этот шаг предательством. Скорее, напротив. Выход этих депутатов из партии коммунистов будет способствовать избранию президента. Нет, это не предательство. Это самое лучшее, что могли сделать эти 3 депутата, которые покинули никому не нужную партию коммунистов, которая работает в основном только на себя. Они обманывали и обманывают, как и в прошлый раз. Воронин обещал, что войдут в союз России, Беларусь и Молдова. Как оно было обманом, так оно и осталось. Представитель партии коммунистов Болгар Максим утверждает, что людей вводят в заблуждение, так как ни Гречанны, ни Абрамчук не являются членами коммунистической партии. В трудный момент уходить и покидать партию. Ну что партию? Там только господин Додон был членом партии коммунистов. А Зинаида Гречанна никогда не была ни в партии коммунистов и ни другой. Ну и Абрамчук является представителем социалистической партии. Вот, поэтому из партии уже получается только господин Додон. И мы это осуждаем, не поддерживаем. На вопрос, считается ли это предательством или способом уравнивания сил в парламенте для того, чтобы избрать президента, представитель Демократической партии ответил следующее. Я хочу сказать, что лично я считаю, что трагического в этом я не вижу, то, что они вышли. Предательством я это не считаю. Но если они, эти 3 депутата, вышли и знают путь, который сегодня разрешит политический кризис, то я, конечно, приветствую. Если они знают этот путь, если это просто декларация, то это, конечно, будет выглядеть очень жалко, потому что оставляют партию коммунистов, тоже нельзя. Поэтому я думаю, что они мудрые люди. Я Додона хорошо тоже знаю. Мы же в одной команде работали. Они мудрые люди, они должны, по крайней мере, сыграть ту роль, которая смогла бы все-таки быть детонатором для объединения политических сил в решении, в разрешении политического кризиса и избрания президента и недопущения досрочных выборов. В парламенте Альянс за европейскую интеграцию с одной стороны и фракция коммунистов с другой постоянно противостояли друг другу, и силы были практически равны между собой. И даже после выборов ситуация не поменялась. Может быть, такая расстановка сил в парламенте, которая царит сегодня, будет способствовать 18 ноября избранию президента, которого народ ожидает уже на протяжении 3 лет.